다들이야, 다들인데, 음, 아주, 음, ярче не может чари оре. Так, сегодня третий день наших летних учений Марно. Heute И, ist der dritte Tag unserer и Sommerunterweisung. прежде всего я хочу вас всех тепло поприветствовать. Ich möchte also gerne alle euch hier begrüßen 공급사회에 참조슈아인. und wünsche, dass es euch gut 다들이야, geht. 가상 컨트롤 투시는 모두 쉬어야 되려야. 는 가상 안에 Я приветствую всех членов монашеской санхи, также всех тех, кто слушает эту трансляцию. 자뱅기 케바 умада гёг. Так, давайте теперь давайте продолжим. Wo wir gesprochen haben und da fortzufahren. Wir haben gesprochen. 저가 대한 이면 얘기를 저래 세제. 어다 들리지 송샤. 다이는 영아주 시탐지 연예계 요한 С того момента, на котором мы остановились, мы с вами говорили о ритуале, который называется правараном. Das ist ein Ritual, das über 2 Tage hinweg sich erstreckt hat, das am Ende der gemeinsamen Sommerklausur begann. И согласно тому, что считает японский ученый Умада Гёгэй, прамарана была ритуалом, который проводили в конце ретрита сезона дождей. И перед тем, как члены Санхи отправлялись дальше странствовать после пребывания в одном месте во время сезона дождей. И в чем была причина проведения этого особого ритуала праварана? Дело в том, что во время пребывания в ретрите монахи и монахини не осуществляли церемонию очищения нарушений. Во время пребывания в летнем ретрите запрещено говорить о своих нарушениях. И это такое правило, что во время пребывания в летнем ретрите запрещено обсуждать нарушения дисциплины. И поэтому, когда летний ретрит заканчивался, то проводилась специальная церемония, во время которого монахи и монахини рассказывали о тех нарушениях, которые они совершили во время летнего ретрита. И затем собрание решало, насколько тяжким является это нарушение, и назначали наказание. А сейчас давайте поговорим о другом важной церемонии, которая проводилась в сообществе времен раннего буддизма. Это ритуал, который называется каддина. Индийский ученый Гоял объясняет, что после того, как заканчивается праварана, проводится церемония расстилания каддины. Что такое каддина? Каддина – это деревянная рамка, которая использовалась для сшития, пошития, изготовления монашеских одежд. То есть это рамка, на которую расстилали
расстилали ткань, и затем из этой ткани шили монашеские одеяния. Именно это называется катиной. И обычно этот ритуал проводился таким образом, что миряне подносили материал, подносили ткань, и затем из него шили одежды. И затем эти одежды распределялись среди членов Сангхи. И поскольку все монахи и монахини должны были иметь два набора монашеских одеяний, и говорится, что эта рамка, это было нечто постоянное, это катина, это был постоянный инструмент, на котором изготовлялись монашеские одеяния. По-тибетски это катина называется сакян, что означает разделить. И это некая, то есть это некая конструкция, деревянная конструкция, которая была достаточно тяжелой, чтобы лежать неподвижно на земле, и на ней расстилали ткань. Размер этой рамки катины соответствовал размеру монашеского одеяния. И во время проведения этого ритуала катины, то что происходило? То, что все монахи расстилали свои одеяния на этой рамке, и затем они освещали эти одеяния, или то, что называлось, они переносили благословения со старых одеяний на новые, и затем выбирались 8 монахов, которые постоянно пребывали возле этой катины, возле этой рамки и охраняли ее. А все остальные монахи отправлялись странствовать на протяжении 5 месяцев. Зачем нужно было проводить этот ритуал? Дело в том, что обычному монаху тяжело провести ритуал освящения своих монашеских одеяний. И поскольку каждый день монахи должны отправляться за сбором подаяний, и когда монахи идут собирать подаяния, они должны носить полные монашеские одеяния. Поэтому это довольно сложно совместить с освящением одежд. И говорится, что когда проводился этот ритуал катины, тогда монахи, которые отправлялись на сбор подаяния в этот день, когда его расстилали, когда они возвращались, они делились подношениями со всеми монахами, которые принимали участие в летнем ретрите. Те монахи, которые не принимали участие в летнем ретрите, не имели права вкушать эти подношения. Также этот ритуал освящения одежды осуществили те, кто провел это время в периоде затворничества. Этот ритуал сейчас почти утерян, поскольку в Тибете такая традиция не была создана. Традиция проведения этого ритуала не была создана. Говорится, что во время второго распространения учения Дharмы в Тибете мастер по имени Дамко Кимпа Иши Лама,
который принадлежал к традиции, которая восходила к мастеру Нагарджуне, он проводил в Тибете ритуал Катины. Однако во время проведения этого ритуала были неблагоприятные знаки, и именно поэтому проведение этого ритуала в Тибете было прекращено. И сейчас у нас нет этого ритуала в Тибете, но этот ритуал проводился во время в начале второго периода распространения дхармы в Тибете. Это примерно в X веке. Это то, что я хотела рассказать о проведении ритуала Катины. Теперь давайте продолжим и поговорим о происхождении монастырей. Как объясняет индийский ученый Гаял, я уже говорила вам о нем, он говорит, что по мере того, как количество членов Сангхи увеличилось, и эта традиция проведения летних ретритов, она стала постоянной. И именно с этим было связано возникновение постоянных мест пребывания Сангхи, то, что называется вихара, и затем, что получило значение монастырь. Как говорят японские ученые, что изначально члены монашеской Сангхи, они не оставались на одном месте, они путешествовали. Путешествие в этом смысле не означает, что они просто шли бесцельно куда-либо, но это означает, что они переходили с одного определенного места на другое определенное место. И обычно именно такое странствующее была первая Сангха. Однако затем постепенно странствующая Сангха переросла в Сангху, которая жила на одном месте. И это не произошло в едночасье. То есть монахи, которые постоянно странствовали, они в какой-то момент перестали странствовать. И похоже, что такое изменение произошло уже во время жизни Будды. И то, что Сангха стала пребывать в одном месте, свидетельствует о том, что традиции поддержания жизни Сангхи получили свое развитие, и Сангха стала более стабильной и стала обладать большим влиянием. Когда мы говорим о том, что Сангха стала более стабильной, имеем в виду, что кодекс монашеского поведения стал более или менее сформированным. Это то, что мы называем винай. Что такое винай? Винай формировалась постепенно, и введение какого-то правила виная было связано с определенным нарушением, либо происшествием, которое имело место в Сангхе. То есть как реакция на такое происшествие, либо на такое нарушение, вводилось новое правило виная. И так постепенно было сформировано это собрание предписаний для монашеского поведения, которое стало называться виная. Как я уже говорил, основном было два типа мест, в котором пребывали монахи и монахини. Обычно эти места были недалеко от городов либо деревень, и это мог быть
это могла быть роща, либо лес, в котором монахи жили во время ретрита летнего затворничества. И затем, когда они уходили, то владелец этой земли, либо этой рощи, он продолжал поддерживать в должном состоянии те вещи, которые были созданы, какие-то постройки и прочее, что было создано на этой земле, чтобы облегчить пребывание там монашеской сангхи. И затем такие землевладельцы, такие спонсоры, они приглашали монашескую сангху на то же место снова и снова. И в результате определенные места стали очень важными местами для собрания сангхи, то есть местами, куда сангха возвращалась снова и снова. И тогда эта приятная роща, которая на санскрите называлась арама, стала называться сангарама, то есть роща, в которой пребывала сангха. И именно эти места сангара стали местами, в которых развивалась дхарма-активность, активность слушания, размышления и медитация. И именно они стали прототипами первых монастырей. То есть это место, в котором сангха посвящает себя слушанию, размышлению и медитации. И поэтому называется благоприятной рощей для сангхи. На китайском это называется челан. И на японском также используется тоже понятие. Японские ученые Умадо-гёки отмечают, что этот термин используется с древних времен, и он до сих пор используется в наши дни. И он стал пониматься как монастырь. То есть сангарама постепенно обрела новое значение, то, что называется монастырем. Также, согласно некоторым японским ученым, владельцы этих рощ, они подносили эти рощи сангхи, и не только подносили их, но также и заботились об этом месте. То есть они были теми, кто даровал это место, а также теми, кто поддерживал это место в должном состоянии. Однако в то время, когда члены сангхи перестали путешествовать, странствовать и поселились в этих местах, тогда они стали этим местом постоянного пребывания сангхи, в котором монахи занимались изучением абхидхармы. Также это были места, в которых проводились церемонии, для которых должна была собираться вся сангха, такие как ритуалы пасады, саджонга, как ритуалы правараны и кадины. И таким образом для проведения этих ритуалов были созданы стены и крыша. И постепенно это то, как зародились монастыри. То есть из создания таких залов для собрания, то, что на санскрите называется упатана сала, эти залы для собрания, эти упатана сала, они собирались в этом месте, и когда были дожди, особенно в сезон дождей, были необходимы такие определенные конструкции, где монахи должны были укрыться от дождя. И именно это было причиной создания
Упадана сала. И эти залы для собраний постепенно превратились в храмы. И, затем эти залы для собраний превратились в монастыри. На санскрите монастырь называется ляна. И монастырь означает какую-то солидную конструкцию. То есть, когда есть какая-то конструкция, зала для собрания, а также храм, на это можно указать и назвать это монастырем. И именно таким образом эти места для собраний постепенно превратились в то, что мы можем считать монастырями. И говорится, что эти монастыри, либо эти конструкции, которые на санскрите назывались лена, и на пали назывались лена, они состояли из 5 видов конструкций. Первое одни из них назывались посада. Посада — это дом, состоящий из нескольких, это конструкция здания из нескольких этажей. Также монахи могли использовать для этой цели гуха, пещеры. И еще одна тип здания называлась хамия. Хамия — это здание с остроконечной крышей. Гуха — это была обычная пещера. И когда мы говорим о пещере, мы не имеем в виду естественные природные пещеры. Эти гуха представляли собой конструкции, которые были созданы с использованием каких-то природных мест. К примеру, были скалы, вокруг которых с помощью кирпичей создавались пещеры. Именно это называлось гуха, пещеры. И среди этих разных видов конструкций наибольшее распространение получили вихары, то есть просто места. Мы можем сказать, что вихара означает большой дом, а также это эти гуха, пещеры. И они стали постоянно использоваться. Итак, зачем они были созданы? Они были созданы по той причине, что во время сезона дождей монахам нужны были определенные укрытия, места пребывания, которые имели крышу, защиту от дождя. И именно так были созданы первые вихары. И затем также им нужны были места для собрания. И таким образом вихара переросла в то, что называется самгха вихара, либо место собрания сангхи, либо храм. Это изначальное понимание того, чем является храм. Храм — это просто место, в котором собиралось собрание монахов. То есть это место, в котором собирается сангха. И именно сейчас храмы также используются с этой целью. Тибетская традиция также наверху, на крыше храма обычно есть еще место, в котором проживает настоятель монастыря, либо высокие ламы.
Но сам храм используется с такой же целью, как и изначально, для собрания всей монашеской санки. И также то, что сейчас называется монастырем, также включает в себя места, комнаты, в которых живут монахи. Точно так же вокруг этих самка-вихар, мест для собрания, постепенно были созданы индивидуальные комнаты, в которых жили монахи. И эти монастыри разрастались, и постепенно они стали представлять собой не одно здание, но собрание нескольких зданий. Это в их организации была определенная логика. Они создавались в определенном архитектурном стиле. И также эти пещеры, которые были не природными, но созданными самими монахами, они также организовывались в такие пещерные монастыри, поскольку в этих пещерах монахи практиковали медитацию. Для практики медитации они должны были находиться в уединении, и поэтому традиционно для практики медитации всегда использовали пещеры как место уединения. И пещеры были распространены по всей Индии. И есть различия между Северной и Южной различия между Северной и Южной Индией. Говорится, что в Северной Индии большинство пещер были построенными, то есть это были конструкции, которые строились самими монахами, тогда как на юге в основном пещеры были либо натуральными, либо вырезанными в скалах. Поэтому в этих пещерных монастырях, как на севере, так и на юге, монахи обладали необходимое укрытие. Я хочу вам показать картинку, изображающую это руины этих первых вихар. Слева вы видите вихару под названием Шалпан-вихара, а вторая — это Татлаканда-вихара. И говорится, что это древние вихары. Возможно, они не восходят к временам жизни самого Будды, но были созданы в начале нашего века. Это руины монастырей, которые существовали на самом деле. А что же собой представляли пещеры? К примеру, одни из самых известных пещер на юге — это пещеры Аджанты и пещеры Эллоры. Это пещеры, вырезанные в массиве скальном массиве. Внутри скалы были вырезаны все эти индивидуальные кельи, кроме того, большие залы для собраний. И Индия в этом отличается от Тибета. В Тибете очень много естественных пещер. В Индии не так много естественных пещер. Пещеры вырезались в скалах, как правило. И пещеры представляли собой что-то подобное, что мы можем видеть в Аджанте и в Эллоре. Я сам там не был, но мы можем видеть картинки, изображающие фотографии оттуда. Итак, вкратце, подводя итог того, что я сказал, японский ученый Умада Гёки говорит, что
изначально Сангха представляла собой такое автономное образование, автономную группу, возглавляемую самим Буддой. То есть это монахи, они все проживали вместе с Буддой. И когда они путешествовали, они могли пребывать где они хотят. То есть они поддерживали такой странствующий образ жизни. И поскольку у них не было какого-то фиксированного места, в котором они все проживали, то нет никаких данных о том, сколько всего было монахов в этой сакхе. К примеру, если мы смотрим на монастырь, либо даже руины монастыря, то мы можем примерно оценить, сколько монахов проживало в этом монастыре. Поскольку изначально не было никаких монастырей, и монахи странствовали, переходили с места на место, мы не можем оценить, сколько монахов жило на определенной территории. И то, как они жили и как они практиковали, зависело от их ситуации, жизненной ситуации, поскольку изначально не было каких-то жестких правил поведения, поэтому монахи сами могли решить, что наиболее полезно для них, что наиболее важно для них, и таким образом жить, организовывать свою жизнедеятельность. После того, как были четко сформулированы правила Виная, тогда жизнь монашеского сообщества стала регулироваться, жестко регулироваться. И говорится, что изначально сообщество пребывало рядом с Буддой, но затем, когда количество монахов и монахинь возросло, старейшины, такие как Маудгаляна, Шарипутра, Махакашьяпа и другие, по указанию Будды собрались собственные группы монахов, и в которые насчитали несколько сотен человек. То есть, представьте, несколько сотен учеников возглавлял Маудгаляна, несколько сотен учеников возглавлял Шарипутра и прочее. И каждая из групп следовала наставлениям, которые даровали старейшины, и старейшины могли заботиться о духовном росте своих учеников таким образом. И когда это произошло, то Мангаляна и его ученики могли отправиться в какое-то место, в которое Шарипутра и его ученики не шли, они отправлялись в какое-то другое место. И когда это произошло, то похоже, что с того времени все члены монашеской сангхи могли не пребывать в одном месте, поскольку количество учеников возросло, и они следовали за своими учителями и могли находиться в разных местах. И более того, не было возможности собрать всех этих людей в одном месте, поскольку их было так много. И для того, чтобы поддерживать организацию таких сообществ, необходимы были правила, поскольку если нет правил, тогда как можно обеспечить гармоническое развитие сообщества? И именно по этой причине правила Виная ставали все более и более важными, поскольку правила Виная обеспечивали эту организационную структуру для жизни сангхи. Кроме того, проводились эти ритуалы, которые все сообщества проводили одинаковым образом. Все это поддерживало определенную гармонию в том, как развивались все эти сообщества. Говорится о том, что монашеское сообщество было организовано демократическим образом, что все члены могли
высказывать свое мнение и могла осуществлять самоуправление. И для того, чтобы это самоуправление также осуществлялось сходным образом, были разработаны определенные правила. И даже говорится, что когда Будда ушел в паринирвану, а это такое выдающееся событие, на которое, как предполагается, должны были собраться все ученики Будды. Однако, согласно свидетельствам, не все ученики смогли собраться на кремацию тела Будды. И ученые пытаются оценить количество монахов того времени. Но есть такие данные, что через год или два после паринирваны Будды Сангха насчитывала примерно 1250 монахов и монахинь. И после этого люди продолжали присоединяться к Сангхе. И приблизительно можно оценить их количество между 1500 и 2000. И затем их количество увеличивалось. Именно так считают ученые. И по другим оценкам говорится, что могло быть и больше членов Сангхи, больше 2000. Ну, примерно оценки в этих границах. И сейчас я хочу рассказать о классификации Сангхи, разных членах Сангхи. Я уже рассказал вкратце о развитии монастырей. И как продолжение хочу рассказать о развитии различных членов Сангхи. Есть сутра, которая называется «Сутра о плодах духовного пути». Она принадлежит к 4 агамам. И в этой сутре говорится, что были определены главы Сангхи, главы сообществ, которые в санскрите назывались сангин. И кроме этого, были главы сообществ, которые назывались ганин. И они были лидерами этих сообществ. Их также называли иногда учителями сообщества Ганари на санскрите. И все эти наставники, они были хорошо известны. Они отличались своей мудростью, своим благим поведением. И они, как правило, были старейшинами, то есть теми, кто долгое время были монахами. И именно поэтому, как старейшины, они могли быть наставниками для других монахов. То есть, кроме этого, они могли ставать основателями различных школ. И все их очень уважали. И они даровали наставления, духовные наставления, они были учителями также. Итак, что касается самих учеников, то это были группы монахов и монахинь, которые жили под руководством этих наставников. Это то, что называется сангхой, либо ганами.
И это название, понятие Санкхи и Ганы, оно не ограничивается лишь буддизмом. Все духовные традиции Древней Индии используют это понятие. И так же, как я уже упоминал, слово «сангха» использовалось не только в духовном смысле, но также для обозначения каких-то сообществ, групп, для политиков, торговцев, либо других профессий. Именно поэтому понятие «сангхи» не ограничивалось лишь сферой духовности. То есть сангха означало просто группу странствующих учеников в духовном смысле. Сангха — это были последователи своих духовных учителей. То есть в Древней Индии основными было 6 школ, ведических школ. И у каждой из этих школ были учителя, и их ученики следовали за ними. И именно эти последователи, группа этих учеников, называлась сангхой. И как звали монахов Будды. На Пали они назывались Сакья-Пути Саманы, либо на санскрите Шакья-Путру Шрамана, то есть ученики Будды. А дхарма, которой они учились, называлась на Пали Сакья-Путия Дhamma, на санскрите Шакья-Путря Дхарма. И это было важно для того, чтобы различать между различными духовными группами. Итак, последователи Будды, они назывались по имени самого Будды и считались его духовными учениками. Именно поэтому они назывались Шакья-Путра, сыновья Будды, Шакьямуни. И в то время последователи Будды были лишь одной из групп, то есть они не были доминирующей группой, были другие духовные школы, и каждая из них имела свою сангху. И также в то время, нужно понимать, не было сформулировано понятие буддистов. То есть никто не говорил «я буддист». Буддизм еще не выделялся как отдельная религия либо течение. В то время не было такого четкого разделения. Последователи Будды просто называли себя последователями Будды Шакьямуни, либо его учениками. Эти четкие различия возникли позже. Это было связано с целью жизни самого Будды. Главной его целью было учить, даровать учение истины дхармы. Именно поэтому он не стремился к созданию какого-то сообщества, выделения всего этого в какую-то отдельную религию. Он просто учил дхарме. И его Шакьямуни называли Буддой, либо совершенно просветленным. И никто не разделял последователей Будды от других, поскольку это была лишь одна из среди многих других групп. Будда, просто когда его спрашивали, кто ты, он говорил, я Будда, что означает, я полностью совершенно пробужденный. И для того, чтобы обрести это состояние, Будда преодолел много трудностей. Он обрел определенный опыт на пути, и затем он делился этим опытом с другим. И в этом и заключался смысл учения Будды. И последователи Будды — это те, кто учился у него, и цель не заключалась в том, чтобы отделить себя от других, либо как-то возвыситься над другими. А затем, когда Будда ушел в паринирвану,
что он сказал? Он сказал, вы должны быть сами себе защитником. Вы должны принимать прибежище в Дharме. В будущем, когда меня больше не будет, вы должны принимать прибежище в Дharме. Он не сказал, что в будущем буддисты должны следовать какому-то другому учителю, и этот человек является лидером буддизма, либо главой буддистского собрания. Он такого не сказал. Он сказал, что все должны принимать прибежище в Дharме. И сейчас давайте сделаем перерыв на 30 минут. 다 되지잖아 안에 긴dun이가래 긴dun이 Итак, давайте вернемся к рассмотрению монашеской санхи и из каких частей она состояла. Классификация монашеской санхи. Итак, кто входил в монашескую санху? Итак, прежде всего, это бикшу, полностью полные монахи, и бикшуни, полные монахини. Монахи с полными обетами и монахини с полными обетами бикшуни. И кроме того, это монахини и монахини, которые лишь тренируются для того, чтобы получить полное посвящение. Это то, что называется монахи и монахини-послушники. И еще одна категория – это монахини, которые 2 года перед принятием полных обетов придерживаются особых обетов, так называемых обетов шикшаманы. И таким образом у нас 5 категорий: бикшу, бикшуни, шраманера, шраманери и монахини, которые проходят тренировку на протяжении 2 лет перед полными обетами. Однако и именно таковой является монашеская санха. Главная составляющая монашеской санхи считается бикшу, и главными в женской монашеской санхе считаются бикшуни. И в тибетской традиции мы называем эти 5 категорий пятичастной санхой. Однако на Пали, в традиции Пали, эти 5 категорий называются внутренней санхой. И, как я уже говорил, в строгом понимании слово санха означает лишь монашескую санху, тогда как в более свободном понимании к монашеской санхе также добавляются практикующие миряне, упасаки и упасика. И таким образом, если мы добавим к этим 5 категориям монашеской санхи еще 2 категории практикующих мирян,
Тогда сангха будет состоять из 7 составляющих, 7 частей. Это то, что называется семичастное собрание, семичастное сообщество. Таково будет более свободное понимание тем, чем является сангха. Итак, я повторюсь, семичастное собрание сангхи будет состоять из 5 категорий монахов, послушников и монахинь, которые готовятся взять полные обеты, и 2 категорий практикующих мирян. Кроме того, кто такие упасаки? Упасаки – это те, кто принимает обеты прибежища. Это одно из пониманий. А также другое, более узкое понимание упасаки – это те, кто принимает 5 мирских обетов, такие как не убивать, не лгать и так далее. И еще одна категория – это те, кто принимает обеты саджонг, 8 обетов Махаяны на 1 день. Это также еще одна категория упасаков. И среди мирян выделяется группа так называемых почтенных, практикующих мирян. То, что называется на санскрите упавасты. Это те, кто постоянно отказываются от ношения драгоценностей, танцев, песен и так далее, всего, что составляет обеты суджонг. То есть суджонг обычно это однодневный обет, но те, кто принимает эти обеты до конца своей жизни, то они считаются почтенными, практикующими мирянами. Итак, в тибетской традиции, которая опирается на Виная Мула Сарвастивада, говорится, что есть определенная категория практикующих мирян, называется Гоме Геньен. И в трактате под названием «Украшение мысли мудреца Муни», который написал Абьякара, говорится, что почтенные практикующие миряне – это те, кто принимает обеты саджонг на всю жизнь. И именно они называются Гомея Геньен, почтенные практикующие миряне. Также есть еще другой текст, комментарий, написанный Ламей Дорджи Демпе. Это разъяснение 8 мирских обетов. И он пишет о том, что те, кто принимает эти 8 обетов на все время до конца своей жизни, является почтенным практикующим мирянином. Также Дипанкара Шричняна Атиша сказал, что в школе Сарвастивада нет почтенных практикующих мирян, однако в школе Махасангика они есть. И проблема в том, что когда мы смотрим на это тибетское понятие гомей генен, то гомей, первое слово, обычно касается монахов. Именно они называются этим понятием почтенным. Но в этом случае такой титул носят миряне. И говорится, что такие практикующие миряне, они носили особые одежды, которые походили на монашеские. И поскольку они носили особые одежды, их называли гомея геньен, либо почтенный практикующий
мирянин. И также был мастер по имени Чандра Гоме, который жил в то же время, как и Чандра Кирти. И говорится, что он как раз и был Гоме гениальным, почтенным, практикующим мирянином. Он носил особые одежды, по сути, монашеские одежды, но он был практикующим мирянином. И что сказал Атиша? По этому поводу он сказал, что такого не существует в школе Сарвастивада. Это лишь то, что существует в школе Махасангиков. Итак, мы с вами назвали 7 членов Сангхи, который состоит из монахов, монахинь, практикующих мирян. Также Сангха может разделяться по принципу пола. То есть мы разделяем Сангху на мужскую Сангху и женскую Сангху. То есть Сангха Бикшу – это мужская Сангха, тогда как Сангха Бикшуни – это женская Сангха. Также Сангху можно разделять по принципу тех, кто достиг освобождения, и тех, кто не достиг освобождения. Те, кто достиг освобождения, называются благородной Сангхой, а те, кто не достиг освобождения, называются обычной Сангхой. Кроме того, есть еще один способ разделения Сангхи, которым я хотел бы упомянуть. Предыдущая классификация основывалась на количестве обетов, которые принимает тот или другой индивид. То есть категория послушников – это одно количество обетов. Затем монахини, которые готовятся к принятию полного посвящения, имеют больше обетов. А зачем монахи с полным посвящением? Но кроме этого есть еще 2 понятия, которые называются местная Сангха и Сангха 4 сторон света. Это то, что содержится в тибетском каноне, но мы редко слышим о таком разделении. Поэтому я хочу объяснить, что здесь имеется в виду. Итак, согласно тому, что говорил японский ученый Акира Хирокава, это великий ученый буддизма, он уже умер, и он был тем, кто изучал Винаю, знал санскрит и пали. И он написал книгу под названием «История индийского буддизма». И он объяснял, что местная Сангха – это Сангха, которая присутствует в настоящее время. При этом нужно понимать, что Акира Хирокава является очень уважаемым ученым, и в основном он опирается на китайскую и санскритскую традицию. Итак, он объяснял, что местная Сангха – это Сангха, которая присутствует в настоящее время. Это местная Сангха. Это то, что мы можем видеть, это те люди, которые присутствуют в настоящий момент. И если 4 и более монахов бикшу, которые собираются в одном месте, то это то, что называется местной Сангхой. Я уже объяснял, название слова Сангха означает собрание.
либо группу. И хотя сангха, это понятие было переведено на тибетский как генду, те, кто стремится к добродетели, но на самом деле мы должны переводить это слово просто как сокпо, собрание. Итак, кого мы можем назвать сангхой? Если присутствует лишь один монах, его нельзя считать сангхой. 2, 3 недостаточно, то есть должно быть по крайней мере 4 бхикшу вместе. Это является сангхой. Итак, это минимальное количество членов сангхи. 4 бхикшу или 4 бхикшуни. Они должны собраться в одном месте в пределах определенных границ. То, что на санскрите называется сима. Мы много говорим о границах в Винае. Что это означает? Обычно мы спрашиваем, из какого ты монастыря? И в ответ монах или монахиня отвечает о названии своего монастыря. А так как в прошлом не было так уж много монастырей, и поэтому как можно было определить принадлежность? Она определялась границами. К примеру, возьмем Бодхгаю. В том, что называется сейчас Бодхгая, могло проживать 5 монахов вокруг храма Махабодхи и 5 монахов на территории, которую сейчас занимает монастырь Дергар. И монахи вокруг Махабодхи, они составляли сангху, и граница их пребывания называлась границей. И также те, кто проживал на другой территории, к примеру, монастыря Дергар, они составляли собрание. И если любой другой монах приходил внутрь границ пребывания этой группы монахов, то он должен был присоединяться ко всем ритуалам либо собраниям, которые проводили эти монахи, которые проживали в пределе этих границ. И все эти совместные ритуалы, мероприятия, которые проводились этими монахами, назывались ритуалами действия, и на них их всегда возглавлял определенный человек, то есть кто-то из этой группы назначался главой этих встреч, и его называли мастером действия, либо мастером ритуалов. И как раз этим принципом границы определялось правило того, что все монахи, которые присутствуют в границах, должны собираться на встречи и ритуалы, которые проводятся в этих границах. И это особенно четко должно отслеживаться в случае проведения таких важных ритуалов, как пашада и так далее. То есть все монахи, которые присутствовали в границах, они должны были приходить на эти важные ритуалы. Если это были какие-то простые ритуалы, то возможно было не приходить, но очень четко это правило придерживалось как раз касательно важных ритуалов. То есть если проводилась праварана по окончанию ретрита сезона дождей, очень важно было, чтобы присутствовали 5 хотя бы
5 монахов для проведения этой церемонии. Также для того, чтобы даровать монашеские обеты, должно было присутствовать 10 вишу. К примеру, из них были 3 мастера. Это Кемпо, мастер самого ритуала, а также того, кто задает вопросы. И то есть это 3 плюс 7 свидетелей. Всего 10 человек. И это основное правило. Из него есть исключение, что в отдаленных землях, где недостаточное количество монахов, тогда достаточно иметь 5 монахов, 3 мастера и 2 свидетеля, для того, чтобы провести ритуал дарования полных обетов. Если бикшу совершил нарушение, тогда необходимо, чтобы вместе собрались 20 бикшу для того, чтобы провести ритуал раскаяния и очищения. Однако, если бы все члены Сангхи должны были посещать все встречи, все собрания Сангхи, то это могло создать препятствие для их практики. И именно поэтому было ограниченное количество бикшу, необходимое для проведения определенных церемоний, например, церемонии раскаяния, очищения, либо дарования обетов. Для этого собиралось 20 либо 10 монахов, а в месте, в котором не было достаточное количество монахов, тогда еще меньше. И кто собирался? Для этого как раз те монахи, которые пребывали в границах. Монахи, которые пребывали в других границах, то им не требовалось участвовать в таких собраниях и церемониях других сангх. И именно такие собрания, которые находятся в определенных границах, мы называем местной сангхой. Это такая единица, автономная единица сангхи. К примеру, это сангха, пребывающая в границах Махабодхи и сангха, пребывающая в границах Таргара, они являются автономными сообществами. Каждый из них может делать то, что считает нужным, и обладает такой автономией в принятии решений. Также они проводят эти все ритуалы, такие как ритуалы правараны, ритуалы пашады и так далее. И также они могут вводить собственные правила поведения, которые не противоречат Винае. Эти правила могут касаться проведения ритуала пашады, проводить то, как проводятся летние ретриты и так далее. И для введения таких правил, которые не противоречат Винае, нет необходимости спрашивать разрешение у другой сангхи. То есть, к примеру, сангха Махабодхи не должна идти к сангхе Таргары и просить разрешения ввести то или другое правило. То есть они обладают автономией. Кроме того, они обладают правом собственности, общей собственности на сообщество. И, к примеру, все подношения, которые делаются определенной сангхи, должны разделяться равностно между всеми членами сангхи. И затем второй вид сангхи – это то, что называется сангха 4 сторон света. Хочу показать вам слайд.
Итак, то, что касается этой местной санхи, либо видимой санхи, они руководствовали в своей деятельности правилами Виная, и им не разрешалось менять правила Виная, введенные Будды. Примеры Сангха на территории Тергар не могли собраться и сказать: нам не нравится это правило Виная, давайте заменим его. И также, если бы монахи Махабодхи собрались и сказали: нам не нравится это правило поведения Виная, давайте заменим его. Также эти две сангхи не могут собраться вместе и совместно изменить правила. То есть все это не разрешено. Так, это означает, что правила дисциплины Виная являются высшими по отношению к местной сангхи. Местная сангха не имеет полномочий менять правила поведения Виная. Также, что касается собственности, члены местной сангхи могут использовать все, что находится на территории этой сангхи, но они не имеют права продавать что-либо. Они не могут ничего продавать, то есть они не владеют правом собственности, они могут лишь пользоваться тем, что находится на территории сангхи, то есть у них нет всей полноты прав по отношению к имуществу сангхи. Итак, это первый уровень местной сангхи. А есть ли какой-то другой уровень сангхи, который выше по отношению к местной сангхи? Например, если сангха, которая может продавать все, что находится на территории местной сангхи, ответом на этот вопрос будет да, это может делать сангха 4 сторон. Что такое сангха 4 сторон? Это не просто обычное собрание сангхи. Это не какое-то отдельное собрание, но это сангха в целом. Это абстрактное понятие сангхи. Если мы говорим о местной сангхи, это определенное понятие, определенное собрание, тогда как сангха 4 сторон – это абстрактное понятие сангхи, либо всеобщая сангха. Так, общая сангха называется сангха 4 сторон. И что такое 4 стороны? Это означает, что эта сангха не различается согласно тому, в какой стороне света она находится. Также она не разделяется касательно прошлого, настоящего и будущего. То есть это сангха 3 времен, сангха всех сторон. И также она не различается какое-то место пребывания. То есть это не сангха Индии, не сангха Непала, это не сангха лишь этого мира. Это всеобщее понятие сангхи. Это сангха, которая не ограничена понятием времени, не ограничена понятием места. Все члены сангхи прошлого, настоящего и будущего, они все включены в эту сангху 4 времен. Когда мы слышим об этом, то что же приходит к нам в голову? Эта сангха, она является высшей по отношению к правилам Виная. Почему? Потому что Виная была создана для сангхи, а не сангха была создана для Виная. Виная была создана для того, чтобы служить потребам
потребностям Сангхи. И она была нужна лишь для того, чтобы Сангха стала управляемой организацией, для того, чтобы она могла существовать. То есть эти правила были сделаны для людей, а не люди были сделаны для правил. И поэтому, когда мы думаем о том, чем является это всемирное, вселенское Сангха, то эта Сангха является высшей по отношению к правилам Винай. И, возможно, эта Сангха 4 направлений может менять Винаю. Конечно, это очень сложно себе представить, но, тем не менее, это возможно. То есть всеобщее собрание Сангхи может менять правила Виная. Поскольку, если кто-то хочет поменять правила Виная, тогда все члены Сангхи должны принимать принимать в этом участие. Это то, как мы можем понять это. То есть это всеобщая Сангха в любом мире, в любое время, в любом месте. Следующее, о чем я хочу рассказать, это Сангха Бикшуни, женская монашеская Сангха. То, что касается Сангхи Бикшуни, а я уже довольно много рассказала о Сангхе. Как я сказала, она разделяется на Сангху мужскую, Сангху Бикшу, и женскую Сангху, Сангху Бикшуни. И если мы взглянем на историю женской Сангхи, то мы увидим, что изначально Будда не хотел, чтобы женщины ставали бикшуни. Однако его тетя по имени Праджапати — это именно та женщина, которая вырастила Будду после того, как его мама Махамая умерла. Когда Махамая умерла, именно Праджапати, сестра Махамая, воспитала Будду. Она заботилась о нем с самого раннего возраста. Итак, Праджапати хотела стать монахиней, и она многократно просила разрешения сделать это у Будды. Но никто не поддерживал ее в этом. И есть много других деталей касательно этого, но сейчас нет времени рассматривать их. И Будда согласился на то, чтобы женщины принимали обеты, лишь только когда Ананда поддержал эти просьбы Праджапати и попросил Будду разрешать это. И когда такое согласие Будды было даровано, говорится, что при этом были введены 8 тяжких правил, которые называются Ашта Гару Дарма. 8 тяжких правил, тяжелых правил Дharмы. Каковы эти 8 правил? Первое. Даже если бикшуни уже 100 лет является монахиней бикшуни, тем не менее она должна выражать почтение бикшу, даже если этот бикшу не является старшим ее и принял обеты только вчера, тем не менее бикшуни, которая приняла обеты много-много лет тому назад, все еще должна выражать им почтение. То есть любой бикшу является более почитаемым, чем монахиня. Кроме того, бикшуни запрещено проводить летний ретрит сезона дождей в месте, в котором не присутствует неподалеку бикшу. То есть они не могут сами проводить летний ретрит. Неподалеку от них должны такой ретрит проводить бикшу. Затем, для того, чтобы проводить эту церемонию пашады, соджонга, во время проведения летнего ретрита, который проводится, как я отмечал, каждые 15 дней, бикшуни должны приглашать бикшу из Сангхи бикшу, для того, чтобы он читал
братьям Мокша-сутру и даровал им наставления. Четвертое, что церемония правараны, освобождения от ретрита, из ретрита должна проводиться двойной сангхой, то есть сангхой, состоящей как из бикшу, так и бикшуни. Пятое – это то, что бикшуни запрещено смеяться над бикшу. Шестое – полное дарование полных обетов бикшуни должно проводиться двойной сангхой, совместно бикшу и бикшуни. Кроме того, бикшуни не могут судить о падениях и нарушениях, совершенных бикшу. И восьмое, если бикшуни совершает нарушение обетов, она должна проходить церемонию восстановления, раскаяния перед двойной сангхой, состоящей как из бикшу, так и бикшуни. Таковы 8 правил. То есть бикшуни не может судить о нарушениях, которые делает бикшу, нельзя смеяться над бикшу. Однако, если бикшуни совершает нарушение, то она должна раскаиваться перед сангхой, состоящей как из бикшуни, так и бикшу. Именно эти правила называются 8 тяжелыми дармами. Они также иногда называются 8 дармами почтения. И в таких традициях монашества, как Вибаджавада и Сарвастивада, говорится, что эти 8 тяжких правил были введены самим Буддой, и они являются основными коренными обетами бикшуни. Однако в Винае Махасангхике говорится, что бикшуни должны придерживаться этих 8 тяжких дарм, но они не являются для них коренными обетами. В этом заключается различие. Один великий современный китайский мастер по имени Юньшун выражает свое сомнение по поводу тому, что эти 8 тяжких обетов были введены самим Буддой. В этом он опирается на изучение изначальных текстов Виная. И его мнение считается основополагающим для определения правил Виная в китайском буддизме. Итак, этот мастер считает, что это довольно сомнительно то, что сам Будда ввел эти 8 тяжких дарм как особых предписаний для монахинь. Почему? Потому что, как я уже говорил, все правила Виная, они не были просто введены Буддой. Это было ответом на определенную ситуацию, которая возникала, определенное нарушение, которое совершали монахи. Именно в ответ на такую ситуацию, на такое нарушение, возможное нарушение, Будда вводил правила Виная. А здесь нет никакой истории, которая бы присутствовала, которая бы предшествовала введению этих 8 тяжких дарм. Однако, с другой стороны, возможно, что эти 8 дарм были введены во времена Будды. Почему? Потому что во времена Будды был определенный спор между Махакашьяпой и Анандой. И возможно, что как раз с этим было связано введение этих 8 тяжких правил. Почему? Потому что Махакашьяпа не был согласен с просьбой Ананды позволить монахиням принимать полные обеты. И именно в ответ на такую традиционалистскую позицию, которую занимал Махакашьяпа, Будда ввел эти 8 тяжких дарм. И сейчас я хочу вам рассказать несколько историй по этому поводу. Если я вам не буду рассказывать какие-то истории, то, возможно, вы утомитесь. И поэтому я хочу вам рассказать историю, связанную с этим введением
видение 8 тяжких даров. Так, в истории говорится, что в то время, когда Будда пребывал в Шравасти, в монастыре, дарованном в Арме, дарованном Ананда Пиндадой, Махакашьяпа в это время пребывал в другом месте, в Шравасти. Итак, Махакашьяпа тогда однажды утром одел свои одежды и отправился, взял свою чашу для подаяния и отправился со сбором подаяний. А среди сообщества бикшуни была одна бикшуни, которую звали Стулананда. И говорят, что она отличалась особой недисциплинированностью. Итак, что она сделала? Ей не нравился Махакашьяпа. Она даже не могла определить толком, почему ей не нравился Махакашьяпа. Ну, не нравился мне и все. Итак, вот, когда Махакашьяпа отправился за сбором подаяний, эта монахиня Стулананда также отправилась за сбором подаяний. И она решила обдурить его, создать для него трудности, подшутить над ним. И что же она сделала? Она быстренько побежала вперед Махакашьяпе и пришла в дом, в который собирался Махакашьяпа до того, как он пришел. Итак, она прибежала в дом, села внутри, спряталась, и когда Махакашьяпа прибыл туда, она сказала, чтобы он пришел, позвонил в звоночек и для того, чтобы сообщить о своем приходе. И это такой знак, который использовали монахи, когда приходили со сбором подаяний. И когда он позвонил в звоночек, монахиня Бикшуни Стулананда, которая спряталась внутри дома, сказала: «О, благородный, здесь нету еды, уходи». И Махакашьяпа ушел в другой дом. Но как только он отправился в другой дом, Стулананда быстренько побежала туда и опять зашла в дом, спряталась за дверью. И затем снова, когда Махакашьяпа пришел туда, она сделала то же самое. Она сказала: «О, сегодня у нас нет еды, уходи в другое место». И Махакашьяпе пришлось уйти. И это повторялось снова и снова. Куда он не приходил, всюду ему говорили: здесь нет еды, уходи в другое место. Сначала он не заподозрил ничего плохого, но затем зародилось в нем какие-то сомнения, и он решил использовать свое ясновидение, поскольку он был архатом, а архаты наделены ясновидением. Но ясновидение — это не то, что постоянно присутствует в архате. Архат должен войти в самадхи, и лишь тогда они обладают ясновидением. Итак, Махакашьяпа вошел в самадхи, и он увидел, что все это были происки Стулананды. И тогда он сказал ей: «Сестра, это то, как обычно бикшу обращались к бикшуни». Он сказал: «Сестра, я не могу обвинять тебя, это не твоя ошибка, это все ошибка почтенного Ананды, поскольку именно он попросил даровать женщинам, обладающим плохим поведением, обеты. И именно из-за него эти женщины, которые плохо себя ведут, были посвящены бикшуни». То есть это все на совести Ананды. Если бы не было Ананды,
то ты бы не стала бикшуни. Если бы ты не стала бикшуни, то ты бы не смогла надо мной шутить. И говорится, что когда Будда узнал об этом происшествии, тогда он ввел это правило, что бикшуни не разрешается отправляться за сбором подаяний в тот дом, куда отправляется бикшу. Это как так как Махакашьяпа прокомментировал эту ситуацию, что это не ты виновата, это во всем Ананда виноват. Но как бы там ни было, и еще другое было происшествие. Говорится, что у Стулананды, у этой бикшуи, уже были свои ученики, и как-то она сидела и даровала учение своим ученикам. И в это место пришел Махакашьяпа. И когда все увидели Махакашьяпу, все бикшуни встали со своих мест, на которых они сидели. А Стулананда вообще даже попу не подвинула для того, чтобы хотя бы приподняться на миллиметр. Она просто сидела, как сидела. И Кашьяпа почитался всеми людьми и богами. И когда другие увидели, что это почтенное существо, которого почитали все боги и люди, это бикшуни Стулананда не почитала, даже не встала. Когда он подошел, они спросили, почему ты не встала? А она ответила, что он вообще был не буддистом, когда принял прибежище. И вообще он дурак и идиот. А я приняла обеты от главы клана Шагьев. Я постигла всю Трипитаку, 3 корзины. Я учу дharме, и я обладаю уверенностью в логике и в пути, который ведет к освобождению. Так зачем же я должна вставать со своего сидения, когда я вижу его? Это то, что она заявила. И после этого было введено правило, что когда бикшуни видят бикшу, они должны вставать с своего сидения. Это вторая история. Есть и другие подобные истории. Еще одна. Как-то Махакашьяпа был в Шравасти, одел одежды, отправился за сбором подаяния, и похоже, что это было летом, все реки были полны воды, и он не мог перейти реку вброд, и он переходил по мосту, и когда он переходил по мосту, кто-то начал трясти мост. Это была Стулананда. Когда она увидела, как Махакашьяпа переходит по мосту, она быстро побежала вперед и начала трусить его, раскачивать его. И это был какой-то веревочный мост, не был какой-то стабильный, какая-то стабильная конструкция. То есть она начала раскачивать мост. Махакашьяпа упал в реку, промок. И все, что он нес с собой, его чаша для подаяния, все это унесла река. И Стулананда, она подумала, это благородное существо, он не должен сердиться. Махакашьяпа ответил, сестра, это не твоя вина. Вина лежит по всей полноте на Ананде, поскольку именно Ананда попросил, чтобы
женщинам даровались обеты. Если бы Ананда не попросила об этом, ты бы никогда не стала монахиней, и всего этого и никогда не произошло. И когда Будда услышал об этом происшествии, он ввел еще одно правило, что бикшуни не разрешено переходить по мосту в то же время, когда по мосту переходит бикшу. Есть еще другие истории. Есть еще худшие истории. Например, в одной истории Махакашьяпа упал в яму, полную экскрементов. И виной этому также была Сланада. Все это происходило потому, что она не любила Махакашьяпу. Однако Махакашьяпа во всем обвинял Ананду, который попросил даровать обеты женщинам. И говорится, что в какой-то... И он во всем Махакашьяпа, во всем обвинял Ананду. К примеру, он говорил, что из-за того, что женщинам было разрешено принимать обеты бикшуни, жизнь учений, то время, на которое сохранялись учения, в мире сократилось на 500 лет. И во всем этом Ананду обвиняли. И после того, когда Будда ушел в паринирвану. И поэтому, возможно, эти 8 тяжких правил были введены в ответ на просьбу таких традиционалистов среди бикшу, как Махакашьяпа. Следующее, о чем я хочу говорить, это развитие правил Виная. Поскольку было бы логичным обсудить, как развивались правила Виная, после того, как мы обсудили, как развивалась Сангха. Так, есть сутра, которая называется Сутра Сити Дхармы. Она принадлежит к 4 агамам. Она не сохранилась на тибетском, но она сохраняется в китайском переводе, а также на пали. И это некоторые из разделов 4 агам были переведены на тибетский, но полностью весь текст не был переведен, либо был переведен, но не сохранился. Итак, это сутра объясняет, что все правила дисциплины, они все составляют собой собрание благородной дисциплины. И говорит о том, что это собрание, сканха дисциплины, является совершенной. И благодаря этому ум обретает покой, обретает умиротворенность. И когда мы говорим о дисциплине, то санскритское понятие — это шила. Шила означает характер, природа, привычка, практика и так далее. Именно так можно понять слово шила. То есть это то, как развиваются хорошие привычки, как дурные привычки меняются на хорошие, как неблагие привычки стают благими и так далее. Итак, что такое правильная дисциплина? Это когда человек отказывается от всех неверных правил поведения и начинает следовать лишь правильным правилам, тем, что есть благим.
И дело не в том, что дисциплина — это не делай этого, делай того. Однако шила означает, что я сам хочу достичь чего-то. То есть это не то, что на что указывается, либо в чем заставляют, к чему принуждают. Но это внутренняя дисциплина. То есть это внутреннее стремление и внутренняя способность достичь определенных результатов. Именно в этом заключается смысл того, чем является шила. Итак, есть несколько категорий правил Виная. Это прежде всего основные правила, такие как не убивать, не воровать, не совершать, не вовлекаться в неправильное сексуальное поведение и не врать. Эти правила также иногда называются меньшей дисциплиной. Почему? Потому что это те же правила, которые придерживаются и не буддисты. То есть небуддистская дисциплина, она ничем не отличается. К примеру, ведическая дисциплина — это все те же правила. Кроме того, и это говорит о том, что эти правила дисциплины, они просто следовали традициям, которые поддерживались в том месте и том времени, в котором учил Будда. То есть это не было что-то совершенно новопридуманное. Это был общей индийской практикой. То есть все, кто занимался духовной практикой, примерно практиковал медитацию, все такие практикующие поддерживали эти правила дисциплины. И опять же, это то, что должно происходить изнутри, то есть энтузиазм, стремление измениться. И именно для этого необходимо зародить стремление к этому изнутри. И также, что касается практики дхармы, то прежде всего необходимо принять четкое решение, что я хочу практиковать дхарму. Если не будет такого ясного решения, то будет невозможно практиковать дхарму. И эта дисциплина разделяется на дисциплины практикующих мирян и практикующих монахов и монахинь. И когда мы говорим о монашеской дисциплине, то она касалась правил сообщества, жизни монашеского сообщества. И все эти правила, они включались в понятие дисциплины. Однако исконное понятие дисциплины — это не внешние правила, а внутреннее устремление. Итак, поэтому необходимо проводить разделение между тем, чем является дисциплина шилы и чем является правило Виная. Поскольку Виная — это просто кодекс поведения, и который был необходим для того, чтобы обеспечить жизнь Сангхи. Это все эти правила и процедуры, которым следуют монахи, которые живут в сообществе. И примерно в Винае примерно 252, в Винае Малого Сурасивада 252 правила, 252 обетов. И самое важное из них — это 4 падения. Это те самые тяжкие нарушения, которые приводят к изгнанию из монашеского собрания. И также есть следующие 13, те, что называется 13 тяжких. И я сегодня также хотела рассказать о обетах Пратимакши. Да, похоже, сегодня нет времени. И также я уже немного устала, поэтому давайте отложим это на следующий раз.
Вместо этого я хочу сделать объявление 12 августа. Я постоянно забываю дни, даты, но в день, как бы там ни было. В 12 августа, 12 числа 8 месяца, то есть 12 августа, как это записано в расписании, у нас будет дата, на которой преподает Паринирвана Гампопе. В этот день не будет учений. Вместо этого мы будем делать гуру Садхану Гампопе, гуру йогу Гампопе. Есть несколько гуру йог Гампопе. Одна из них называется «Быстрый путь», и есть другие. Но есть текст, который написал Джамгон Контроль Лодротае. Говорится, что эта садхана, которую составил Джамгон Контроль Лодротае, она основывается на чистом видении Гампопе. То есть он видел, у него было чистое видение Гампопе, и затем эта садхана была создана. Кроме того, есть еще одна практика, составленная карма чагма. Итак, из этих всех практик мы будем делать практику, составленную Джамгоном Контролем Лодротае. Еще я касается первой садханы, которая называется «Краткий путь», говорится, что эту садхану написал сам Гампопе, и затем она была сокрыта как терма. И есть несколько версий этой практики, и наиболее известная версия, которую составил 15-й Кармапа, как Ябдарджи, но мне кажется, что это слишком длинная практика, у нас не будет времени ее сделать. И еще во время наших учений также будет еще одна важная дата. Это Паринирвана Кармапы, 16-го Кармапы. И обычно говорится, что в этот день лицо Кармапы проявилось на полной луне. И мне кажется, что в этот день хорошо, если погода позволяет, если есть место, чтобы во всех монастырях было осуществлено подношение светильников, и хорошо сделать это на улице, а не в помещении. И когда всходит луна, необходимо играть на музыкальных инструментах. Это та музыка, которая обычно играется на крыше монастыря, она называется Дава Япце. Это музыка, которая играется, когда всходит луна. И то есть необходимо сделать это. И также необходимо читать тексты, составленные Рошен Гамдарджи. Мне кажется, что будет хорошо провести этот день таким образом. Что касается простите, это Паринирвана не 16-го Кармапа, а 3-го Кармапа Ранжона Дорджи. В этот день
не будет учения, будут ритуалы, но я хотел бы немного рассказать о жизни Гампапы и то, как лицо Кармапы проявилось на полной луне. Поэтому примите это также во внимание. И сейчас давайте посвятим заслугам